Шестиклассник Хабиб Абдураков по национальности кумык, но родина – поселок Хандыга, где он родился. И поэтому он считает, что история Якутии – это и его история. Мои родные живут здесь около 15 лет. Они сами из Дагестана. Моя национальность кумык – это их малая родина, а для меня она родная, потому что здесь родился. Сегодня праздник, 100 лет я СССР. Это праздник и мой, потому что здесь родился. Это праздник сплочения всех наций, кто живет в республике. В Хандыгской средней школе обучается свыше 600 учащихся. Сегодня всеобщий праздник. С утра открытые интегрированные уроки, темы самые разные, от исторических событий до современности. Детям было очень интересно узнать об истории, традициях нашей республики. Многие об этом не знали. Многие не знали, например, что такое СЭХ, когда он проводится. Тоже детям было очень интересно, потому что они узнали много нового сегодня про народ Саха. Педагоги и ученики в национальных костюмах. Кого только не встретишь – и таджиков, и молдаван, и белорусов. Ведь в многонациональном поселке Хандыга дружной семьей живут и трудятся представители свыше 2 десятков национальностей. Кульминация празднества – литературно-музыкальная композиция, в которой отражена вся столетняя история Якутии. Я таджичка. Я пришла сегодня в своем костюме. И дети тоже. Мы сегодня узнали очень много интересного. Узнали о символах, традиции, обычаи Якутии. Нам сегодня показали очень много интересного. Я думаю, что я должна это все знать, так как я живу в Якутии. В завершении единого школьного дня о сохой дружбы, как символ единения и веры. Мария Винокурова, Хандыга, Тамбонский район. И в завершении озвучим итоги конкурса. Напомню, для участия нашим телезрителям нужно было снять видео с прочтением своего стихотворения на тему «Моя Якутия». Затем отправить это видео на электронную почту. Итак, лучшее стихотворение, по мнению жюри, прочитал житель поселка Кангаласы по фамилии Лукашевич. Вот отрывок из стихотворения. И звеневой, как командир, окинув взглядом стройплощадку, звену команду подает: давай наружку, по порядку. Добротно строить, строить быстро, в жару и в холод, в дождь и в снег, и днем, и ночью бескорыстно. Таков якутский человек.